прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Добрый вечер. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Бобозода Умеда уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Бобозода Умеда уполномоченным по правам человека в Республике Таджикистан на очередной срок. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 14 мая 2024 года. Развитие человеческого капитала – залог устойчивого экономического роста страны. Международный форум развития человеческого капитала 2024, который стартовал сегодня в Душанбе, подчеркивает стремление Таджикистана поставить в вопросах развития на первое место именно людей. Тему продолжит Карим Хайдар. Инвестиции в человеческий капитал являются основным элементом в обеспечении устойчивого роста в Таджикистане. В работе Международного форума по развитию человеческого капитала приняли участие заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури, руководство Министерств финансов, труда, миграции и занятости населения, образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, руководство Всемирного банка и другие партнеры по развитию. Участники форума отметили, что человеческий капитал, включая знания, навыки и здоровье, в которые люди вкладывают средства и которые они аккумулируют в течение своей жизни, что позволяет им реализовывать свой потенциал и быть полезному обществу. Меня зовут Татьяна Проскурякова, я региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии. Сегодня первый день Международного форума по инвестициям в человеческий капитал. Он впервые проходит в Душанбе и объединяет специалистов и представителей правительств всех стран Центральной Азии. Мне очень приятно быть на открытии этого форума, и я с удовольствием жду интересных дискуссий, которые будут сегодня и завтра. Инвестиции в человеческий капитал являются одним из важных вложений в развитие нашего региона. Дело в том, что Центральная Азия – это очень молодой регион, и поэтому вложение в молодых людей – это то, что сделает этот регион быстро растущим и конкурентоспособным. Человеческий капитал включает в себя очень много факторов. Это прежде всего здоровье, правильное питание, а также навыки, которые нужны населению для 21 века. Меня зовут Динара Алпспай. Я приехала с Казахстана на форум, специально архитектора Тахахару Тидзуки. Я в первый раз в Душанбе, мне очень понравился город, что таджики очень гостеприимные, и в целом мне нравится процесс форума. И я хочу поблагодарить координаторов проекта, а также организаторов. Карим Хайдар, Дильшот Хакимзода, Махмад Саиди Камол, новости. Душанбе – крупнейший промышленный центр Таджикистана. За годы независимости наряду с другими городами и районами страны столица Таджикистана значительно преобразилась и стала комфортным и современным мегаполисом. Дальновидная политика руководства города Душанбе обеспечила наилучшие результаты в развитии ключевых областей, в том числе в сфере промышленности. Промышленность, которая является одним из важнейших секторов, влияющих на развитие национальной экономики, удовлетворяя потребности населения в основных товарах, создавая новые рабочие места и, самое главное, повышая уровень жизни населения, находится в центре политики руководства города Душанбе. Наша столица на сегодняшний день – это динамично развивающийся промышленный город, в котором функционирует около 800 промышленных предприятий. Душанбе фактически является передовым населенным пунктом в реализации стратегической цели ускоренной индустриализации страны, и в этом направлении администрация города постоянно принимает эффективные меры. Только за последние 7 лет по инициативе и указанию лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и в результате образцовой деятельности председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, было построено и введено в эксплуатацию 90 новых заводов и промышленных предприятий с более чем 10 тысячами новых рабочих мест. Из них предприятия по производству текстильной продукции, кожи, обуви и пошиву одежды, а также по производству строительных материалов, по обработке камня, по производству мебели и электротехнического оборудования, по производству кондитерских изделий,
мясной и молочной продукции и многие другие. На предприятиях производится качественная и доступная конкурентоспособная продукция. За последние несколько лет перечень продукции, производимой душанбинскими предприятиями, включая строительные материалы, текстильные изделия, продукты питания и многое другое, стал намного шире, и наряду с удовлетворением потребностей населения страны отечественная продукция также идет на экспорт. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хужбах. Новости. В рамках всестороннего сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией десятки тысяч таджикских студентов обучаются в российских вузах. В Пензенском государственном аграрном университете более 200 таджикских студентов осваивают востребованные в Таджикистане профессии. Ответственные лица Таджикского национального культурного центра, который функционирует в Пензенском области, планомерно проводят встречи со студентами о противодействии современным вызовам и угрозам. В ходе очередной встречи приняли участие ответственные лица общественной организации «Таджикский национально-культурный центр», который функционирует в Пензенской области Российской Федерации, представители соответствующих учреждений Пензенской области и студенты. Было отмечено, что только на основе совместных усилий, интеграции и тесного сотрудничества молодежь может быть воспитана в духе самопознания, патриотизма и уважения к высоким общечеловеческим ценностям. Были затронуты вопросы предотвращения вступления молодежи в экстремистские организации и движения. Было подчеркнуто, что терроризм и экстремизм – угроза и опасное явление для современного мира. Сегодня террористические и экстремистские группировки для привлечения и вербовки граждан в свои ряды используют новые методы и способы с использованием современных информационных технологий, направляют малоопытных и заблудших молодых людей на путь радикализма. Ответственные лица Таджикского национального культурного центра, функционирующего в Пензенской области, проводят разъяснительные мероприятия, воспитывают студентов в духе верности Родине, напутствуют их на основах языков, современных наук и профессий. Шахло Бердиева, Зафар Каюмзода, Хушет Сайдахмадов. Новости. Определен состав сборной команды Таджикистана по дзюдо для участия в чемпионате мира 2024 года. На соревновании мирового уровня Республику Таджикистан представляют 9 борцов. Мухаммад Солех Куватов, Эмумали Нурали Обиджебов, Бейрузи Ходжазода, Сомон Махмадбеков, Комрон Шохи Устопирьон, Мухаммаджон Абдуджалильзода, Джахонгир Маджидов и Тимур Рахимов. Напомним, что чемпионат мира по дзюдо 2024 года пройдет с 19 по 23 мая в городе Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.